Добрый вечер, витаю всех вас у нас на канале Осторожно Вирус, он же Асент Феникс. И сегодня я хочу с вами затронуть тему о там все-таки Леончике и Ковалевском, которые недавно совсем выступали на Deutsche Welle. Но для начала хочу вам рассказать еще одну вещь. Сегодня вот недалеко до эфира мне в чат скинули как раз поседжение нашей Координационной Рады, где Петрухин задает вопрос по поводу Мошенского, по поводу которого наш канал уже 2 года, задает вопросы, почему он в Польше находится. Ну, в принципе, вопросы он задает такие же, как мы задавали. После чего его начинают там всячески перебивать, и это как его сразу же ему место ставят, что типа для того, чтобы там какой-то вопрос, надо его заранее там регламентировать и так далее и тому подобное. Все это ерунда. Больше всего меня прикалывает здесь другое. К кому обращается Петрухин? Петрухин, по сути, обращается к тем людям, которые на деньгах Мошенского сидят и устраивают якобы свое движение, то есть псевдооппозицию, понимаете? Я точно знаю, мне докладно известно то, что супруга Мошенского спонсировала часть Белсата, переезда Белсата и так далее и тому подобное. Не считая того, что там еще много всяких нюансов было, то есть связанных с Координационным советом и много с чем еще. Вот. И тут Петрухин спрашивает у тех людей, которые в этом замешаны, что, а почему никто не поднимает тему по поводу Мошенского? А у меня вопрос к Петрухину. Правда, ты решил, что они будут от того, что ты задал этот вопрос, поднимать эту тему? У них все это построено на том, что этот человек их спонсирует, для того, чтобы они не гавкали в его сторону. И ты к его верным псам пошел и спрашиваешь, почему они о нем не говорят. И как так, что они уживаются в Польше вместе с демократическими силами. Все очень просто, отвечу тебе, Петрухин. Это не демократические силы. Это Лукашня, которая переехала и сейчас в Европе захватила власть. Лукашня, которая контролирует все, чтобы ничего не делалось против диктатора. Покажите кто-нибудь Петрухину мой ответ, пожалуйста. Потому что, для меня это минимум смешно. Тем более, учитывая то, что это частично наша псевдооппозиция спонсировалась с кошельков российских. Он еще много чего не знает. Это вот человек, такое ощущение, что только проснулся, либо еще что-то, либо пытается увести наши темы, но тем не менее вопросы Мошенского это еще одни из самых малых вопросов. Если он залезет туда, кто спонсировал то же самого Нехту из России, вот тогда, если у него есть, как говорится, гордость и гонор, тогда он посидеет. Когда узнает, что, скажем так, Мазепин стоит за частью наших демократических СМИ, вот тогда он посидеет. Понимаете? А Мазепин это Урал-Калий. Вот. Поэтому здесь вопрос именно в этом. Кстати, давайте я вам все-таки этот кусочек запущу. Сейчас, секундочка. Оп. Так, скачать. Оп. Show in folder. Я вам сейчас его запущу, чтобы вы поняли весь абсурд. І усіх чекаю побачити на голосуванні. І до зустрічі за тиждень. Я перепрошую, не веду, як руку поднять. Можна запитатися? Коли ласочка. Это Сергей Петрухин, фракція «Воля». Сябры, меня цікавіць наступнае пытанне. Яно больш ідзе от, не ведаю, як назваць, выбаршчыкаў, гледачоў.
наконт Машэнскага. То бок ставіцца такое пытанне, як каардынацыйная рада ставіцца да таго, што гаспадар Машэнскі жыве ў Варшаве, тое, што ён з'яўляецца гаманцом Лукашенка, і чаму каардынацыйная рада, офіс на это не рэагуе, а рэагуе польскі журналіст Міццель. Вось, ну насамрэч мне гэтае пытанне таксама вельмі цікавае, таму што гэта палітычны момант. Мы вось зараз разбіраем такія моманты, яны такі як бы невідзімыя, так, для нашых выбаршчыкаў. А момант з гэтым, з Машэнскім, ён вельмі такі красамоўны, і ў людзей ёсць пытанне, як так можа быць, што чалавек, які, на грошы якога, магчыма, робяцца атакі мігрантаў на польскую мяжу, жыве ў Варшаве і спакойна ужываецца з намі, дэмсіламі. Я цудоўна разумею, што у нас як бы ёсць свой там мяжа магчымасцей. Вось, то, што мы не можам там, значыць, зрабіць так, каб ён папаў пад санкцыі, але мы можам, я так разумею, прынамсі я магу выразіць сваю пазіцыю да гэтага факта і апублічыць яе, таму што людзям не зразумела. Вось, скажыце, калі ласка, што для гэтага трэба? Дзякую вялікі. Я нагадваю вам, што калі вы звяртаеце да нас як да Координацыйнай рады, вы таксама звяртаецеся да самога сябе, так як вы з'яўляецеся дэлегатам Координацыйнай рады. І пытанні ў павестку у нас падаюцца загадзя. Я ўсё роўна пракаментую то, што вы сказалі, але я просто хочу нагадаць сістэму, па якой мы з'яўляем пытанні на пасяджэнні, так? То есть адмыслова. Что и требуется доказать. Но еще чисто такая моё фи по этому поводу. Зачем, задавая вопрос, пытаться сразу же находить на него не ответ, а оправдашку, за которую эти люди могут, грубо говоря, ухватиться. Это еще одна вещь, которую я не понимаю. Итак, сегодня мы наконец-то перейдем к этому видео, о котором я вам говорил. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, распространять наши видео по друзьям, знакомым, потому что мы находимся в опале, мы находимся, как это называется, оппозиция в оппозиции, как они это любят говорить, а просто мы в действительности есть оппозиция, а те это хунтовские работники, не больше и не меньше. Поэтому нас запрещено распространять в чатах офиса Светланы Тихановской и же с ними. Но тем не менее, каждый из вас может помочь каналу, в том числе и материально, о чем я вас уже давно просил и прошу, потому что канал существует за ваши деньги. Вот. И ни за какие деньги никого еще он не существовал и не будет существовать, потому что любые способы получения грантов тебя сразу же разворачивают. Типа, ты не за офис Тихановской, все, до свидания, иди нафиг. Вот, поэтому канал всегда существовал за счет поддержки наших людей, которые смотрят канал. Не забывайте про платную подписку, пожалуйста. Это важно для распространения контента, всего остального. Вот, из-за того, что я не выходил в эфирах в Ютубе, а вел только телеграм-канал, это очень сильно упало, что сейчас сказывается на количестве просмотров. Я уже говорил, что YouTube это коммерческая система, в которой чем больше платных подписчиков, тем лучше распространяется видео самим YouTube. Итак, давайте сегодня начнем заново по поводу этих двух фриков, Ковалевского и Леончика, да, то есть Ковалевский в последнее время начал очень сильно топить за старшего сына Лукашенко, который, по сути, в Беларуси уже сделал все рычаги того, чтобы сменить Лукашенко у власти в определенный момент, если он сдохнет, либо даже может и в случае, если он не сдохнет. Поэтому, я не знаю, вот Валерик, он был первоначально, грубо говоря, проектом Лукашенко-старшего, или он первоначально проектом Лукашенко сына является, Виктора. Но факт остается фактом в том, что они учились вместе и так далее и тому подобное. И мы когда с 2020 года кричали, что Валерик это по сути КГБист, вот, и у него интересно все развивалось, и сразу же он ушел работать в США на самое сладкое место и так далее и тому подобное, то есть в МИД и много-много чего еще, то есть
Так вот, ситуация в чем? В том, что этот, как его, Валерик, сейчас открыл свое нутро и начал показывать и топить за снятие санкций. Вот. Віталь, вітаю, часть живые, доброго вечера, панове. Ну, на данный момент, скажем так, из-за того, что я много в эфиры не выходил, просадка большая, но тем не менее мы раскачаем все, потому что, в принципе, а что там было выходить в эфиры? Давайте вот по-честному, что там было выходить в эфиры? Все то, что было и происходило, я вам заранее сказал. Все то, что было и происходило, я вам заранее, за полгода я вам озвучил, блин, получил пизды, блин, в том числе и от вас. А потом, блин, вы начали, ну, то есть вы все увидели, что все это посвершалось, а сейчас уже есть, грубо говоря, новые предсказания. Да, точнее, это не предсказание, это прямая информация от того, где это происходит и как это, блин, грубо говоря, вам в скором времени будет в уши вливаться. Вот вам вся ситуация. Сейчас у Лукашенко очень плохие дела. Его, это как его, путиноиды, диктаторство российской фашистии поддерживать не шибко хочет и не хотят, чтобы он у власти оставался. Диктатор до сих пор не получил это как его, одобрение свыше, то есть с Российской Федерации. Чем может воспользоваться старший сын? А может ли воспользоваться белорусский народ в этот момент? Вряд ли. Ситуация очень простая, потому что для того, чтобы воспользоваться этим, необходимо, чтобы жило сопротивление. А сопротивление не живет, оно доживает, потому что все донатят в какие-то непонятные байсолы, байхелпы, вместо того, чтобы, блин, донатить на то, чтобы сопротивление, грубо говоря, жило. Для того, чтобы у сопротивления были свои СМИ и свои блогеры и много-много чего еще. А сейчас, ну, с голой жопой вы хотите перемен, так не бывает, так не получится. Перемены будут только в одном случае. Если вы возьмете себя в руки и начнете действовать. Ну, вот так вот. А другого варианта здесь нет. Я уже вам 1000 раз об этом говорил. Так. Так, что тут? Я попросил УТР. Витаю, шановные. Я пропустил. Нет, ты не пропустил. На данный момент он как раз и идет. Вот. Я сказал, что он будет, но я незадолго до эфира выкинул превью, чтобы нам не успели, блин, насрать, блин, под эфир. Вот. Итак, что я вам хочу сказать? Наверное, то, что поехали, видео запускаем, правда? Ой, это не то видео, простите. Его удалить нафиг. Вот это видео. Deutsche Welle. Беларусь хочет возобновить авиасообщение с Европой. Так говорят белорусские власти. Давайте я увеличу скорость. Беларусь хочет возобновить авиасообщение с Европой. Так говорят белорусские власти. Для этого европейские политики должны были бы снять ограничения, которые они ввели в мае 2021 года за принудительную посадку самолета РНР с Романом Протасевичем на борту. О необходимости смягчить санкции говорят и некоторые представители Димсил. Ведь запрет на полеты в Европу вредит простым белорусам и их мобильности. Так готов ли Запад возобновить авиасообщение с Минском? На каких условиях? И может ли это поспособствовать освобождению политзаключенных? Об этом поговорим сегодня в программе «Сварка-шоу». Меня зовут Александра Богуславская, и у нас в гостях сегодня... Слушайте внимательно, как она его представит. Алексей Леончик, соучредитель фондов благотворительной помощи BuyHelp и BuySoul. Видите, Алексей Леончик, соучредитель фондов BuyHelp и BuySoul. О чем офис Светланы Тихановской и же с ними блогеры постоянно кричали, что это не является правдой. Когда мы утверждали, что он имеет отношение к BuyHelp и BuySoul. Они кричали: не-не-не, это только BuyHelp, и Леончик не имеет никакого отношения к BuySoul. Видите, что самое интересное? Что здесь
спалились по полной программе, что Леончик имеет отношение и к байхелпу, и к байсолу, и вообще, что такое байхелп, это еще надо разобраться, потому что байхелпа как такового юридически не существует. А также Валерий Ковалевский, руководитель агентства Евроатлантического сотрудничества, бывший дипломат. Алексей, Валерий, спасибо большое, что присоединились сегодня к нашей дискуссии. Ну, можно ли назвать лукашиста дипломатом, бывший дипломат, ну, такое себе, с натяжечкой на двоечку. И мой первый вопрос, Валерий, к вам. Почему каждый раз, когда мы говорим про снятие санкций, обсуждаем возможность снятия санкций, в первую очередь всплывает Белавия? Александра, дзякуй за запрашэнне. Алексей, прывітанне, дзякуй таксама за ўдзел у гэтай размове. Ну, найперш таму, што гэтыя санкцыі яны найперш б'юць па беларусам, па іх мабільнасці, і мы бачым, што пасля 2020 года, калі яшчэ была эпідэмія ковіда, і ўжо пасля пачатку вайны Расіі супраць Украіны, значныя абмежаванні былі створаныя для беларусаў, і на сённяшні дзень няма ні чыгуначнага злучэння з Варшавай і з Вільнюсам. Вельмі складана перасекчы наземную мяжу аўтамабілямі ці аўтобусамі, стаяць значныя чэргі. Ну і няма авіацыйнага злучэння з Европой, что вельмі моцна. Вот вопрос, чыгуночная, что им мешает? Лукашенко посадил этот, как его, паровоз, простите, электричку посадил или поезд посадил. Это чыгуночное было снято. Почему? Потому что тогда ковид был. Но после ковида его не возобновили. Но это вопрос не вопрос более-менее там санкций либо еще чего-то. Грубо говоря, оно не было возобновлено, потому что, через все вот эти вот пути шуруют мигранты, И с этими мигрантами никто не хочет иметь дело. И много-много чего еще в этом плане. И это, с одной стороны, то есть он говорит, что надо снимать эти санкции и так далее и тому подобное. А с другой стороны, а как ты снимешь эти санкции и пустишь туда летать самолеты, если через территорию Беларуси дроны, летают? Ни разу, Ну, нормальные авиакомпании не хотят с этим иметь дело, и пускать, летать самолеты там, где, грубо говоря, может пролетать дрон. Состояние вот этой вот войны, да, диктатор Лукашенко, он напрямую имеет отношение к войне вот этого диктатора Путина. И напрямую поддерживает эту войну диктатора Путина. Естественно, почему какие-то там те же самые там авиаперевозчики, там Ryanair, Wizz Air и так далее и тому подобное. Почему они должны, хотеть летать через Беларусь, и куда они должны хотеть летать через Беларусь, если там реально есть шанс нарваться самолету на какой-нибудь дрон, который пидорастия, даже совершенно не то есть никого не предупреждая, через Беларусь, запускает, да, в чем у них, в принципе, уже с диктатором Путиным, между диктатором Лукашенко и диктатором Путиным какие-то непонятки были, диктатор Лукашенко уже сбивал эти дроны, потому что ссался и срался за свой НПЗ. Но вопрос в том, что вы понимаете, что это в небе, для того, чтобы авиасообщение было нормальное, должны какие-то быть договоренности. Ага, ни одна авиакомпания не пойдет на такие риски. Нормальная авиакомпания. Конечно же, мы не говорим про Белавия, и так далее и тому подобное. Эти непонятные, хера с горы, понимаете, а я говорю про нормальные авиакомпании, которые отвечают за жизни своих людей, которые у них летают, они никогда в жизни не пойдут на это. Ну вот по реальности, просто вдумайтесь, да, и, давайте нахуй снимем санкции за Белавию, точнее, откроем небо над Беларусью, да, молодцы, что, круто, ништяк, туда пустим Ryanair, Wizz Air, и так далее и тому подобное, а потом, он где-нибудь с дроном столкнется, да, вот это реальность, Ой, дебилы, Інтарэсы беларусаў, і калі вядзецца менавіта пра
санкцыі супраць Белаві, то гаворыцца менавіта пра інтарэсы мабільнасці беларусаў. Канешне, справа складаная, і тут трэба ўлічваць не толькі тое, што зрабіў захад у выглядзе рэакцыі на захоп самалёта, але і тое, што ўлады на сённяшні дзень у Менску гатовы ці не гатовыя зрабіць, ці ўвогуле ёсць прызнанне гэтай праблемы. Апошняе інтэрв'ю Лукашэнкі на гэтую тэму ў Казані паказвае, што ён адмаўляе проста фактычную частку гэтай гісторыі, гаворыць пра тое, што ўсё было зроблена правільна, адэкватна, і гэта, канешне, становіцца значнай перашкодай, в прынцыпе, для размовы пра тое, ці можна зняць гэтыя санкцыі, бо без выпраўлення сістэмных хібаў, якія прывялі да гэтай сітуацыі, канешне, еўрапейскія звязкі і Злучаныя Штаты не будуць гатовыя да станоўчых кроках у гэтым кірунку. Валерий, ну вы сам как считаете, нужно снимать санкции с Белави? Санкцыі, я лічу, што гэтае пытанне варта было б разглядаць еўрапейскаму звязу, але разам з тым, для таго, каб гэтая размова сапраўды вялася ўсур'ёз, то абавязкова рэжыму трэба, па-першае, прызнаць памылковасць тых дзеянняў, тое, што яны парушылі правілы грамадзянскай авіяцыі, трэба выправіць хібы, якія не могуць больш прывесці да такой сітуацыі, то бок еўрапейскія партнёры таксама павінны быць упэўнены ў тым, што палёты, калі б яны аднавіліся ў Беларусь, каб яны былі бяспечнымі для пасажыраў. Алексей, а вы как считаете, есть ли сейчас вообще возможность... А как они могут быть беспечны, если, блядь, над Беларусью Россия запускает эти дроны ебучие? Вот вы мне расскажите. снять санкции с Белави и стоит ли? Давайте я раздзелю трохі гэтае пытанне. Па-першае, каб далейшая дыскусія была зразумела, дзе я знаходжуся, я згодзін з Валерам у тым, што парушэнне беларускай мабільнасці штурхае беларусаў у кірунку Расіі. Парушэнне мабільнасці на захад. Таму што нядаўна была лічба, што колькасць студэнтаў з Беларусі ў расійскіх універсітэтах упершыню перавысіла колькасць новых студэнтаў у універсітэтах Польшчы. Так? То бок гэта ўжо такі кірунак, які паказвае, што да, мы не можам ехаць на захад, значыць, людзі будуць ехаць на ўсход. Гэта нармальна, людзі едуць туды, куды можна ехаць. То бок сам па сабе наяўнасць гэтага бар'ера, гэта вельмі кепская рэч, і гэты бар'ер павінен знікаць. Што датычыць адказа, як хорошо прыбраць гэты бар'ер, на жаль, тут у Еўразвяза і астатніх правілах гульні Для тех, кто первый раз зашел к нам на канал, сейчас пиздит это как его лошара, который, по сути, зарабатывает деньги на политических заключенных. Он является соучредителем фонда Байсол, судя по тому, как вот эта вот женщина сказала, которая ведет эфир. Фактически основателем BuyHelp, который юридически не существует, и деньги он собирает в свой кошелек, либо на другой фонд, называемый Lincoln Media, который занимается, в том числе и спонсированием блогеров и много-много кого еще, то есть всем чем угодно. Конечно же, часть он денег пускает на помощь, это вопросов не имеем, с этим, потому что по-другому бы ему бы деньги не заходили с европейских фондов. Надо показывать какое-то движение. Этот лох, у него, это как его тесть в администрации Лукашенко действующий до сих пор, то есть он прямая правая рука Лукашенко. Теща работает в воинской части, действующий офицер. Мать преподаватель в военной академии, действующий. Отец в Белгидромедцентре Беларуси работает тоже лукашист. И вот с этим всем лукашизмом и так далее и тому подобное он является якобы оппозиционером, хотя Лукашенко уже бы, если бы в действительности он был оппозиционером, выпиздил бы их нахуй всех с работы. Но это один из неприкасаемых, о которых, даже желтые газетенки, типа желтых слив и всякой другой ерунды, помалкивают, потому что, о них разговаривать нельзя. Ни о Валерике, ни об этом дебиле. То есть этих два фрика, да, то есть это фрика-лукашисты, потому что у Валерика мать вообще чуть ли не с ВПК Калашников связана, спонсором войны в Украине, понимаете? И это оппозиция, Беларуси. Цвет оппозиции Беларуси, У одного, мать с ВПК Калашников связана, у другого, вся семейка, Лукашня, которая сидит, и у Лукашенко, на хую прыгает, простите, за маты. Вот вам реальность. Не на жаль, тут у іх просто мы іх канстатуем, у іх абмежаваны асартымент дзеянняў, які ёсць. Здымаць санкцыі зараз ніхто не будзе без станоўчых рухаў з боку рэжыма. І станоўчыя рукі, я не кажу пра 4 хвалі амніставання, калі людзей выпусцілі з велічэзнай колькасцю умоваў, прывязаных да гэтага выхаду, аж да таго, што яны не могуць... Заметьте, 4 хвалі, 4 раза. Выехаць за межы сваёй мясцовасці, дзе яны знаходзяцца. Пры гэтым працягваліся масавыя рэпрэсіі
умовно кажучи, як весна подлічила, що випустили 170, я не пам'ятаю докладную лічбу, а політв'язнями було признано, що 200 з копійками. То бок, в таких околічностях, в принципі, мені падаецца, што размова з боку Еўразвяза, там з боку США, в принципе, не может быть ніякай размовы аб тым, што гэтыя санкцыі можна, там, не знаю, здымаць, тому што насамрэч ніякіх істотных рухаў з боку Лукашэнкі не адбываецца. Напрыклад, ну, яшчэ я дадам одну такую рэч. Мне падаецца, што вопрос санкций, пытанне санкций, это уже нават супраць Белаве, это уже не колькі тэма Пратасевіча. Пытанне санкций, это уже тэма удзела Лукашенко в агрессивной войны супраць Украины. Это все звалено зараз в одну кучу. Да, санкции были уведены за посадку самолета Ryanair, это правда, але пасля посадки самолета Ryanair Лукашенко апроч небяспекі для цивільнага авіаруху ператварыўся ў небяспеку для ўсяго кантынента. І адпаведна здымаць, мне падаецца, санкцыі на такі стратэгічны сектор, як на Белаве, Еўразвяз ці Штаты будуць гатовы толькі пры вельмі істотных кроках з боку Лукашэнкі. Да, об освобождении политзаключенных я там как... О истотных кроках сбоку Лукашенко. Это влияет обмен санкциями на политзаключенных, чуть-чуть позже поговорим. Сейчас хотела спросить у Валерия. Вы в последнее время много путешествуете с Ольгой Горбуновой и Татьяной Хомич. Вы совершили ряд визитов в Вашингтон, Вену, Берлин, в Париже недавно также были. На этих встречах вы лоббируете снятие санкций с Беларуси? На гэтых сустрэчах мы гаворым пра тое, што зараз мы бачым значную змену кантэкста ў Беларусі і мы бачым, што створана акно магчымасцяў. Калі казаць, я тут буду апанировать все ж таки Алексею у тым... Понимаете, створано окно магчымасцей, створано. Кто-нибудь заметил это? Кто-нибудь видел? Нет? По-моему, я тоже не видел. А вы можете написать в комментариях, вы видели, чтобы было створено окно магчымасцей? Я нет. В сэнсе, што змешваюцца зараз многімі сіламі гэтае паняцце вызвалення і паняцце рэпрэсій. Мы бачым, што рэпрэсіі ў Беларусі працягваліся на працягу 4 гадоў, яны ўжо ідуць 5-й год. 4? Они все 30 лет. А Лукашенко не убивал своих оппонентов и так далее и тому подобное. Нет. 30 лет не было репрессий. 4 года, оказывается, у нас репрессии. Да. А в 2010 году, тот же самый Статкевич сколько отсидел? И много-много кого еще. А до этого, в 2000... да, тогда же Валерик работал на Лукашенко в МИДе в США. Точно. Он же это не помнит. У него же в задачи входило, чтобы США признавали сфальсифицированные выборы Лукашенко. Точно. Это ж в его обязанность входило. Поэтому он и не помнит. Поэтому у него всего 4 года, оказывается. 4, а не 30. Вот так. Так бывает. Короткая память вот Валерика показывает себя. Видимо, деменция. У Фрика развилась деменция. Это тое, што з'яўляецца ўжо часткай сістэмы. Это тое, што адбываецца і будзе найхутчэй адбывацца. Пры гэтым мы бачым, што все ж таки было не 4, а 6 хваляў вызвалення, было не 170, а 178 человек вызваленыя. Вот видите, это та ситуация, с которой я долго ржал. Валерик рассказывает руководителю фонда ByHelp и соучредителю фонда BySol о том, что не 4 хвали было звольнение политзневоленных, вызволение, а 6. А Леончик, будучи таким змагаром со стажем, который вот там в этих фондах все это подличивая и так далее и тому подобное, блять, не знает, сколько хвали было освобождения политических заключенных. Ёбаный в рот, блин. Это ж надо, вот компетенция этого человека, Леончика, человека с большой буквы, дает о себе знать, блядь. Что он даже не знает, сколько хвали освобождения политических заключенных было. Как-то так происходит. І так, сапраўды, за гэты час быў цэлы шэраг арыштаў, але мы не ведаем дакладна, якая прырода гэтых рэпрэсій на сённяшні дзень. У нас няма достатковых данных, няма достатковых... Он не знает еще природу репрессий на сегодняшний день. Представляете? Вот так. Статыстыкі казаць, што людзі, якія былі арыштаваны, яны ідуць менавіта па крымінальных справах. Так былі прызнаны... Кстати, а вы знаете природу репрессий на сегодняшний день со стороны Лукашенко?
Валера не знает. Может, подскажете, Валере? Палізняволенымі некалькі сотень чалавек, але гэта тыя людзі, якія арыштоўваліся яшчэ вясной гэтага года. Калі казаць пра працэс, гэта зноў жа назіранні праваабаронцаў, то на сённяшні дзень ад моманту арышта да моманту прысуду праходзіць прыкладна 5-6 месяцаў, і тады ўжо... Пиздёж. Быстрые присуды сейчас делаются за 1 месяц. Можна казаць упэўнена пра тое, што гэтыя людзі атрымалі крымінальныя прысуды, яны сталі палітычнымі зняволенымі. То бок сённяшнія арышты, якія мы бачым, ці тыя, якія адбываліся паралельна з вызваленнем, мы зможам быць упэўнены ў тым, што мы разумеем прыроду гэтых рэпрэсій толькі прыкладна вясной 25-го года. І ў гэтым сэнсе я б ні ў якім разе не змешваў гэта. Калі мы берем за... Только весной 25-го года мы узнаем, а что в действительности было, либо есть на самом деле, блин, представляете? Основу тое, што адбываюцца рэпрэсіі ўжо вельмі давно, то тады самы... А знаете, что это? Это затягивание времени на время после выборов. Вызваленне становіцца больш выразным сігналам. І гэты сігнал, канешне, не выпадковы. Калі прайшло 6 вызваленняў, і амаль 180 чалавек вызваленыя, то ўсё ж такі гэта частка 6 хваль вызвалення, дебіл. Некага працэсу. Не казаць сістэмы, але тым не менш гэта ўжо працэс. І мы павінны гэтаму усяляк садзейнічаць. Не закрываць гэта акно магчымасцяў. Умоўна кажучы, мы можам разлічваць на тое, што гэта будзе працягвацца да моманту выбараў 26 студзеня 25 года. Зараз трэба зрабіць усё дзеля таго, каб дамагчыся як мага большага вызвалення людзей да гэтай даты, бо мы не можам быць абсолютно упэўненыя, што гэты працэс працягнецца пасля таго, як выбары скончацца. Потому что вы не контролируете этот процесс. Вы не контролируете, вы не знаете, как вы можете на это влиять. Если вы не можете на это влиять, как ты собираешься это делать, блин? Ну о чем разговор, блин? Придурок, блин. Долбоёб, блядь. Ку-ку нафиг. Если ты это не контролируешь, то ты на это влиять не можешь. У меня Лилит даже подумала, что мне в дверь стучат, понимаете? Ну трэш, блядь, ну вот это вот просто трэш. Это я несу, что попало. Тут помню, тут не помню, тут знаю, тут не знаю и так далее и тому подобное. Но, блин, это как его, мню себя экспертом, потому что меня зовут на Deutsche Welle и так далее и тому подобное. Потому что, блядь, это как его, коррупционные схемы никто не отменял. Все. Блядь, меня, кстати, блин, очень сильно умиляет, когда наши белорусы начинают рассказывать там о украинской коррупции в тот момент, когда, блядь, у нас даже в Дельмсилах такая коррупция, что просто обоссаться и не жить. Просто такая коррупция, что мозг взрывается нахрен. Ты влазишь такой, блядь, и просто охуеваешь с этого уровня коррупции, взяточничества, это как его, как они всю семейку к себе на работу принимают вместо тех людей, которые в действительности могут что-то изменять и так далее и тому подобное. Ты просто такой думаешь, ёб твою мать, что это вообще происходит. И в этот момент белорусы сидят такие, Украина, коррупция, блин, насмотревшись всяких, блин, там пидорасов, которые сидят, блин, из-за рубежа гавкают, блин, на Украину. Это как его, Украина, коррупция, блин, о чем вы пиздите, блядь, когда у нас вот такое, вот такое, блядь, вот такое, блядь, понимаете? О чем вообще, о чем могут быть разговоры, блин? Ну, нам надо начинать разбираться вот с этими, блин, полудурками, блин, понимаете, вот с этими, блин. С этими долбоебами надо разбираться, их надо, блин, первоначально, блин, где-нибудь, блин, а потом уже, блин, разговаривать, победившим коррупцию, блин, понимаете? А здесь коррупция, блин, ну, похлеще, чем где-либо еще. Да у нас, блин, все в коррупции, блин, от СМИ, заканчивая последними НКО, они все в коррупции, в коррупционных схемах. Без вариантов, блин. Может, покажем, ну, как надо, тогда будем на своем примере говорить. Давайте. Начнем с Демсил. В чем проблема? Давайте. Могут ли диаспоры поменять что-то в Демсилах? Да, могут. Хотят ли? Нет, не хотят. Вот она в чем разница. А вы что думаете? То есть пишите об этом в комментариях, там, в чате и так далее и тому подобное. Пишите, не молчите. Мне интересно ваше мнение. Мне всегда интересно ваше мнение. Поэтому я единственный чуть ли не из блогеров, которые с вами в чате общаются, потому что мне всегда интересно ваше мнение. Не надо закрываться в себе. Пишите то, что есть, блин. Уехали, вы можете писать, пишите. Можете ставить там лайки, там все остальное. Делайте, начинайте с этого хотя бы, блин, для начала. Так званыя выборы. Мы разумеем, што гэта ўсё вельмі умоўна, і гэтыя выборы не будуць дэмакратычнымі, вольнымі ці справядлівымі.
І ў гэтым сэнсе санкцыі выглядаюць не як сама мэта, а як інструмент. То бок на гэты момант мы лічым мэтазгодным ставіць пытанне про то, якім чынам мы можам скарыстацца гэтым інструментам, каб далей вызваляць людзей, як людзей, якія з'яўляюцца публічнымі, як і людзей, якія, ну, звычайныя людзі, якія патрапілі ў гэтую крайне непрыемную сітуацыю, трагічную для многіх сітуацыю, таму што яны проста выказвалі сваё меркаванне, апынуліся ў неправільным месцы, ў неправільны час, так бы мовіць. Алексей, хотите отреагировать на то, что сказал Валерий? Действительно ли мы как-то смешиваем вопрос освобождения политзаключенных и наличие репрессий в Беларуси? Давайте я спочатку откажу на тему того, что вышло. Валера меня с лічбами поправлял. Я от самого початку сказал, что у меня нема под рукой докладных лічбаў, я назвал порядок. Под рукой у него нема докладных личбов, да, то есть не помнит, сколько хваль, блин, было, и так далее и тому подобное. Вот это тот человек, который занимается политическими там зневоленными и так далее и тому подобное, которого мы заслужили, белорусы, да, то есть вот это вот Лукашня, блядь, паршивая, которая не помнит ничего, не знает ничего, главное, чтобы деньги текли. Першае. Другое. Да, сапраўды палітвязнямі звычайна прызнаюць праваабаронцы, кааліцыя праваабарончых арганізацый, такімі звычайна прызнае ўжо праз некаторы час. Але, і да, гэтыя людзі, якіх яны прызнавалі за час вось гэтых хваляў вызвалення, 6 так 6, неважно. Неважно. Неважно совершенно, 6 или 6, 12, 20, там, 30, неважно. А для каждого человека, который ждет домой, там, для детей, которые ждут домой своих отца, мать и так далее и тому подобное, важно каждый раз, когда, блин, кого-то выпускают, чтобы это был их отец, мать, сын, дочь и так далее и тому подобное. Но, конечно же, Леончику это не понять, потому что Леончик занят другим, как тестю своему, блин, собрать хорошую базу. Это важно, потому что для людей, які... Нет, почекайте, можно я скончу свое меркаванне? Значит, я назвал лічбу 170, вы назвали 178. Колькі хваляў? Хорошо, тут я помылился, я згоден. Але, я до чего веду? Да, гэта людзі, якія праваабаронцы звычайна прызнаюць тых, хто ўжо атрымаў тэрмін, але таксама праваабаронцы прызнаюць тых, хто яшчэ не атрымаў, хто сядзіць. Напрыклад, Якушков. Ён толькі сядзіць, чакае суда. Там ёсць десятак чалавек, якія толькі сядзяць. І казаць тое, што гэтая хваля рэпрэсій, якая адбываецца зараз, канкрэтна у гэты момант яна нечым адрозніваецца ад папярэдніх, і мы ўбачым гэта толькі пазней. Ну, прабачце, гэта выдаванне чагосьці за штосьці. Гэта хваля рэпрэсій роўна такая самая. Праз 5-6 месяцаў, да, праз 5-6 месяцаў мы пабачым роўна такую самую хвалю прызнанняў пасля таго, як будуць вынесены прысуды, бо так, вы маеце рацыю, Валер, збольшага праваабаронцы надаюць гэты статус толькі пасля прысуду, але я падкрэслю, ёсць яшчэ тыя, якім гэты статус надаецца да прысуду, і мы ўбачым роўна тое самае. То бок казаць, што гэта вот зараз ёсць акно магчымасцяў, таму што мы не ведаем характару рэпрэсій, якія адбываюцца цяпер, ну, гэта глупа. Характар рэпрэсій мы ведаем, Валер. Это тыя самыя рэпрэсіі, будзе роўна столькі сама палітычных зняволеных, як пасля папярэдніх хваляў. Тут нічога не... Я на падставе той інфармацыі, якую я маю, я не бачу прычын думаць, што гэта рэпрэсіі неяк мягчэйшыя, рэпрэсіі лайт. Наадварот, адбывалася... Про колькость политзняволенных мы уже с вами много раз говорили. Они там постоянно удерживают цифру в 1500, а диктатор не скрывает, что их, блин, больше 10 тысяч. Сильная зачистка перед выборами, она працягвае адбывацца, и думать, что стане нешта лягчэй, ну, я не думаю, что стане нешта лягчэй. Это так, вот чисто моя реакция на это. А что датычыць вакна магчымасцяў, ну, вы мою позицию ведаеце, я адразу скажу, я не думаю, что гэта вакно магчымасцяў, гэта было зандаванне, ці будзе захад нешта рабіць у адказ на гэтай хвалі выхадаў людзей з турмаў. Але яшчэ раз, па-першае, не спыніліся рэпрэсіі, людей працягвалі саджаць. Бог з гэтай лічбай прызналі 250 чалавек. Давайте адкінем. Давайте скажем, што 250 палітвязняў гэта тыя, якіх пасадзілі 5-6 месяцаў назад. Окей, добра, for the sake of an argument, можам гэтым скарыстацца. Але ну давайте тады возьмем іншую лічбу. Праз адміністратыўныя арышты і былі працягнутыя сотні чалавек, нават 1000 чалавек з гэтага моманту, і з которых ужо чалавек як мінімум некалькі десяткаў атрымалі статус. Гэта толькі пачатак, это яшчэ толькі да судоў. То бок казаць, што гэта нейкая вельмі іншая справа, іншая хваля рэпрэсій, ну я не бачу. Але я бачу, што я тут пагаджуся, што рэжым нешта сигнализуя вот этим вот выпусками людей, але варунки, на якіх вы выпускаете, мы доносим это коллегу за межой, что... Что режим сигнализирует? Представьте, что общество — это такая пружина, да, то есть вот. В обычном состоянии своего покоя она вот такая. Но когда ты ее начинаешь сжимать, она уменьшается, и в один прекрасный момент ты ее отпускаешь, она резко, сначала на короткий момент становится даже больше, чем была на самом деле, и возвращается в стадию покоя. Так вот, когда пружина уже, грубо говоря, доходит до определенного момента,
Диктатор ее пытается свести и сделать так, чтобы она не резко скакнула и не произошел выход людей на улицы, а пытается по чуть-чуть ослабить ее. Вот что происходит. Диктатор пытается ослаблять режиму, ну то есть пружину, и пытается ее ослабить так, чтобы люди подумали, что есть какой-то шанс, что там какие-то там улучшения, исправления и все остальное пошли. Но это только игра. Игра на вас. Игра, в которой, грубо говоря, они преуспели за 30 лет. Они уже изучили общество и все остальное. И они это делают сейчас плавненько, чтобы эта пружина разжималась. Понимаете? Вот вам вся история. История того, что происходит, а не так, как говорит об этом Леончик и Ковалевский. Варункі, на якіх выпускаюць, гэта не амністыя, гэта... Я нават не ведаю, чым гэта можна параўнаць. Гэта добра, што людзі на волі, але гэта не амністыя. Гэта настолькі рэстриктыўны выхад, што назваць гэта... У них уже реально, вот, они нічога не ведают, нічога не знают. Як бы свабодай вельмі складана. Яшчэ раз скажу. Я лічу, што любая самаабмежаваная свабода лепш, чым сядзенне ў лукашэнскай турме. Тут можна да гэтых слова мяне не чапляць. Але тое, што вымушаюць гэтых людзей рабіць, напрыклад, шпіёніць за фондамі, напрыклад, падаваць фейкавыя заяўкі, якія мы адлаўліваем тоннамі, пад пагрозай, што яны зноў пойдуць у турму, ну такое сабе, скажам, вызваленне насамрэч, разумееце? Рэжым гэтым сігналізуе, ці будзе нешта захад нешта рабіць. Мы стараемся данесці да захаду сапраўдныя умовы гэтых вызваленняў, што это зандаванне, што это людзі не зусім свабодныя, хаця, опять же, хорошо, што яны на свабодзе, адносна хаця, і што працягваецца страшная хваля рэпрэсій. Хоча Лукашенка вызвалі і падаць нейкі сур'ёзны сігнал, ну давайте спачатку спынім хвалю рэпрэсій, якая ідзе, пакажам, што больш не будзе дадавацца палітвязням. Гэта ўжо будзе нейкі сур'ёзны сігнал. Усё астатняе, а гэты сігнал не пасылае. То бок я не бачу тут нейкага станоўчага сігнала ў прынцыпе. Да, Валерий, давайте как раз-таки перейдем к реакции Запада. На ваших встречах, когда вы обсуждаете вопрос политзаключенных, вопрос снятия санкций, какая вообще реакция у Запада? Готов ли Запад частично снимать санкции из Беларуси? Ну, я тут удакладню, все ж таки вядзецца не пра зняцце санкцый, а пра выкарыстанне санкцый як інструмента. Санкцыямі можна карыстацца па-рознаму, у тым ліку прыпыняць санкцыі. І гэта таксама можа быць даволі неблагім варыянтам дзеля таго, каб дамагацца вызвалення людзей і пры гэтым не губляць важны інструмент уплыву на сітуацыю Беларусі. І тут я вярнуся трохі да слова Алексея пра тое, як выглядае сёння карціна з прызнаннем палізняволеных, крымінальнымі кейсамі ці з адміністратыўнымі арыштамі. Вось нашыя развагі і мае Алексея паказваюць, што насамрэч у нас няма поўнай карціны, дакладнай карціны таго, што адбываецца з рэпрэсіямі. Мы не можам сказаць, напрыклад, што колькасць криминальных справаў супраць белорусов расце, ці наадварот. Мы не можем сказать, что она не растет. Вот эта вот игра, блин, на этом можем, не можем, знаем, не знаем, а нет документов и так далее и тому подобное. Так нахера вы вообще там нужны, блядь? Нахера вы нужны? Псевдоэксперты, блядь. Расце колькасць адміністратыўных справ, але ўсё ж такі гэта істотныя паказчыкі, паказваюць, што прырода рэпрэсій сама па сабе можа мяняцца. І так, канешне, Беларусь на сённяшні дзень гэта вялікая турма сама па сабе як краіна. І тыя людзі, якія выходзяць з месца вне свабоды, насамрэч у рэальнай свабодзе не знаходзяцца. Тым не менш, ўсё ж такі умовы ўтрымання ў турмах на сённяшні дзень такія, што яны калечаць людзей, забіваюць людзей, і быць не ў турме на сённяшні дзень значна выгадней, чым быць у гэтай самай турме. Да. Калі мы кажам пра акно магчымасцяў, пра тое, ці насамрэч мы можам скарыстацца гэтымі санкцыямі як інструментамі. Удакладню, санкцыі ніколі не былі самамэтай. Санкцыі заўсёды разглядаліся як магчымасць уплыву на сітуацыю, ціску на рэжым дзеля таго, каб спыніць рэпрэсіі і вызваляць палізняволеных. За гэты час, за 4 гады накоплена досыць шмат гэтых санкцый, і я тут все ж таки іх разаб'ю на 4 блокі. Это перш за ўсё правы чалавека, парушэнне правоў чалавека, гэта захоп самалёта, гэта міграцыйны крызіс і гэта вайна. Калі мы кажам пра выкарыстанне санкцый як інструмента дзеля вызвалення людзей, то мы можам казаць толькі пра першы блок. Усе астатнія будуць захоўваць сваю актуальнасць. Ніхто не будзе здымаць санкцыі, уведзеныя за удзел у вайне, да таго моманту, пакуль гэтая вайна не скончыцца. І тое самае тычыцца міграцыйнага крызісу і санкцый за захоп самалёта. Але тым не менш, гэта на сённяшні дзень з'яўляецца нашым маральным абавязкам скарыстацца гэтымі санкцыямі. Калі мы ведаем, што гэты інструмент можа прывесці да вызвалення людзей, то мы просто обязаны, это наш долг, скористаться. Да какой здесь оппозицией пахнет, Марина? Это просто трэш. То есть он вообще, то, что пиздит, блин, это
А, Это просто, это давание задней, блин, по-другому никак не назовется. Ну, то есть уже санкции ввели, блин. Я сам не сторонник введения санкций был и так далее и тому подобное. Но снять санкции это равносильно тому, что признать, не то, что признать. Поражение-то оно было, блин, еще в 2020 году нанесено, блин, но признать неэффективность и так далее и тому подобное. То есть, грубо говоря, ты их ни на что не поменяешь. Диктатор Лукашенко не пойдет на то, чтобы поменять все санкции на всех политических заключенных, да, то есть и так далее и тому подобное. Репрессии в Беларуси налажены настолько, что, блин, Беларусь стала страной, в которой репрессий больше, чем, по сути, на душу населения больше, чем, наверное, в любой стране мира, кроме, блин, Северной Кореи, блин, понимаете? Вот это реальность. И мы сейчас вот реально смотрим на то, что они, ну, то есть Валерику, видимо, дали задание, его старший сынок Лукашенко, да, дал задание, блин, снять санкции, блин, особенно снять санкции с Белавия и Белкали. Но понимаете, в чем фишка? В том, что фактически, что это им даст? На кого они это поменяют? Условно говоря, блин, на какую-нибудь Колесникову, блядь, ну, замечательно. Может быть, поэтому и поднимался кейс Колесниковой. Но вопрос, честно я вам скажу, вот, вы представляете момент снятия санкций? Вы просто представьте его. Лука после этого будет везде бегать и говорить, ну я же был прав и так далее и тому подобное. И моя политика привела к тому, что вот с нас сняли там санкции и все остальное, я там чист, да. Вот это реальность. Как вы это сейчас видите? При учете того, что если бы это произошло, еще раз, всех на всех он менять не будет. Вот это все. Вот это реальность. Вот. Санкции нужно вводить к некоторым личностям, а не огульно. А как ты введешь санкции к некоторым личностям, если, блин, опять же, вот как раз начинался эфир с того момента, что вот Мошинский, да, наша псевдооппозиция становится за то, чтобы Мошинскому не вводили санкции. Вы понимаете это или нет? Вы понимаете, что часть кошельков олигархата Лукашенко, они прикармливают эту псевдооппозицию, блин. Причем в этот момент платят налоги Лукашенко, блин, в миллионах, блин, понимаете, долларов, блин, и там 20-30 тысяч кидают в месяц этим, блядь, лохам, которые их отмазывают от санкций. То, что они отмазывают от санкций. Все. Вот оно, вот это реальность. Вот это реальность. Вот. Поэтому тут оппозиция не пахнет, я вам говорю. Оппозиция это мы. Оппозиция это мы, а это позиция. Это Лукашня, бля, которая находится за рубежом и узурпировала там все, блин, и делает так, чтобы те, которые надо Лукашенко, блин, люди не попали в санкционные списки. Вот это реальность. А Лукашенко, блин, он хуй на все это ложил, блин, простите опять за маты, блин, но факт остается фактом. Ну, блин, хуй ложил на все это, блин, потому что его кошельки не попадают под санкции попадает народ, там, так далее и тому подобное, но не его кошельки. А его кошельки, типа Мошинского, они себя очень хорошо чувствуют в стране, в странах пребывания, блин, понимаете? Кто в Польше, кто в Литве, кто в Латвии, кто в Испании, по большей части, кстати, именно Испания там и так далее и тому подобное. Они себя там замечательно чувствуют, блин. Это какие наши псевдодемократические там блогеры там, и так далее и тому подобное себя тоже замечательно чувствуют. Они это какие получают объедки со стола, блин, и гавкают в сторону, куда им сказали, блин, понимаете? Все. Это реальность того, что происходит. И то, что происходило. Вот.
зачем она вообще сюда приехала, ее отправили туда. Санта-Бремор, Савушкин продукт 100% подкидывая у этой глотки. Да, такие, это не шутка. У меня есть у самого, грубо говоря, знакомые, которые работают на Белсате, и они, блядь, становятся за Мошенского горой и говорят, блядь, Мошенского жена нам помогла, ребята, камон, блядь. Понимаете, выехать. Я когда об этом узнал, я охуел, простите за маты. Вот это реальность. Вот. Марина Никитина, да, это уже давно так. Ребят, еще раз, это как его, прошу вас, не забывайте о помощи каналу и платной подписке. С деньгами вообще полный напряг, полнейший. Я сейчас, помог еще нескольким людям, и все, я не просто в миле, а в минусах. Вот. Так что как-то так. Тоже давно. Я представлял себе некий гуманитарный проект от имени при правительстве нацлидера, а тут какие-то частные фонды, очень непрозрачно. Там вообще ничего нет, НЗО, вообще, ну, то есть это все частные фонды и все остальное, это только сплошная отмывочная денег. Причем самое паршивое, что это отмывочное действует не только... Ну, Лука хорошо устроился. Его как бы... позицию, да, то есть это не оппозиция, это позицию его снабжает Европа, а он ни копейки не вкидывает на это. Вот и все. Лука заебись как устроился в этом плане. А денег никто никогда не откажется добровольно. Нет, если бы мне пришли деньги, грубо говоря, от какого-то нибудь Мошенского и так далее и тому подобное, я бы от них отказался. Я бы знаете, что сделал? Я бы их на ВСУ, перевел. Вот реально. И все. Вот. И сказал бы, нахуй мне они нужны, и причем сделал бы это прилюдно. Ну вот. Ну, это я бы сделал. Дроны бы купил, блядь. Я отправил бы на фронт, нахуй, москалей долбить. И напрямую бы сказал, блядь, это Мошенского бабло, вот это Мошенского дроны, блядь. Снимите мне, как Мошенского дрона убивают, блядь, орков, блин, чтобы ему, блядь, там пизды улетело. Вот. Короче, что я вам могу сказать? Давайте дальше еще посмотрим этот трэш. Гэтым інструментам дзеля таго, каб вызваліць людзей, якія там знаходзяцца не па сваёй волі, не таму, што яны абіралі гэты шлях, а таму, што яны зноў жа нясуць сёння гэтую ахвяру за ўсіх за нас. Да, Валерий, но вы все-таки не совсем ответили на вопрос, какая все-таки была реакция у европейских политиков, когда вы с ними говорите о том, что, возможно, вот как вы говорите, стоит как-то останавливать санкции на какое-то время, может быть. Что они говорят? Рэакцыя разумення, рэакцыя станоўчая. Скажем так, гэта новы падыход. Яны не заўсёды разумеюць той кантэкст, у якім жыве наша краіна. А гэты кантэкст, я тут пералічу некалькі аспектаў гэтага. Гэта і выбары прэзідэнцкія ў Беларусі, гэта і абранне Дональда Трампа, гэта і вайна, якая працягваецца, якая рызыкуе ўцягнуць Беларусь яшчэ глыбей. Гэта і мірны працэс, у якім Лукашенко вельмі хацеў бы паўдзельнічаць, і гэта таксама варта ўлічваць, магчыма, нейкім чынам скарыстацца. Не дзеля таго, каб забяспечыць яго месца за сталом перамоваў, а дзеля таго, каб прасунуць беларускія інтарэсы ў гэтым працэсе. Гэта, канешне, і эфект санкцый. Гэты эфект існуе, ён прысутнічае, ён значны, але тым не менш мы павінны таксама прызнаць, што на сённяшні дзень ён не прывёў да змены паводзінаў Лукашенко, это то, на что и различные были гэтыя санкции. Они не вводились. Так если он не привел, то как ты можешь говорить о том, что мы не ведаем это, как его, природу репрессий, если он не привел? Значит, ведаем. Ну, сам себе противоречит. Валерик, это вообще, это фрик, у которого реально, блядь, в одном предложении может быть противоречивые фразы друг другу, блин. Заметьте это вообще, это полностью. Он реально, у него мозги, блядь, не знаю, 8-летнего ребенка, блин, и понятие реально фрика. Дзеля таго, каб просто прысутнічаць у гэтай інфармацыйнай. Меня больше удивляют те люди, которые там за Валериком, ему поклоняются, все остальное. Вот представьте, если это фрик, поклоняться там фрику, блин, Валерику, это, я не знаю, кто это. Можете дать определение этим людям, которые Валерику преклоняются? Это же какой-то пиздец, блядь. Палітычнай прасторы. Таму гэты кантэкст на сённяшні дзень, ён не до конца зразумелы нашим партнёрам. Яго трэба тлумачыць, яго трэба раскладваць і паказваць, што вось гэты
вось гэтыя 6 хваляў вызвалення людзей, гэта не з'яўляецца нейкай выпадковасцю. Гэта трэба працягнуць, і гэтым трэба скарыстацца. Алексей, а вы как думаете, вы уже начинали, в общем-то, говорить о том, что те сигналы, которые, как вот Валерий говорит, что сигналы подает власти, на самом деле не сигналы, вот, но можно ли сказать, что вот эти вот Сигналы, волны не освобождения сигналы. политзаключенных, это все-таки какая-то попытка властей Беларуси что-то сказать Западу и попытка так начать диалог? Алексей. О, тут подсказали, что это блаженные. Ну, наверное, блаженные. Я все-таки склоняюсь к тому, что это фанатики. Понимаете? По моим разумениям, это попытка спроба улады ў Беларусі панюхаць, ці захад, в прынцыпе, на такія сігналы зрэагуе. Але на месца заходніх палітыкаў, з якімі мы таксама камунікуем у якасці прадстаўнікоў нашых арганізацый, я бы разглядаў усю карціну, і яны разглядаюць усю карціну, збольшага тыя людзі, з кім я камунікую. І гэта карціна такая, што, па-першае, былі 6 хваляў вызвалення, выйшла 178 людей. Да никто никого не вызволил. Это Лукашенко выпустил часть людей. Никто никого не это. Это не Белсат, это Дольчевели. И они уже 6 хвалил вызволения и так далее и тому подобное. Ну, 6 раз, да, он выпустил. Но 6 хвалил выпуска людей, да, но это не вызволение. Это непонятно что. Але, з іншого боку, репресії не спинялися. Нягледзячы на тое, што сказаў Валер, у мяне няма абсалютна ніякай інфармацыі, каб меркаваць, што прырода рэпрэсій ніякім чынам змянілася. Змянілася толькі адна рэч. Змянілася тое, што лукашэнкаўцы спрабуюць схаваць рэпрэсіі. Зніклі вось гэтыя все пакаральныя, вот это пакаянныя так званыя відэо. Знікла публічнасць вакол арыштаў, вакол кампаній сілавікоў. Інфармацыя падаўляецца, але рэпрэсіі засталіся. І гэтыя рэпрэсіі, як мінімум, адбываюцца на тым самым узроўні. І я, як кіраўнік адной арганізацыі і сузаснавальнік другой, якая займаецца дапамогай палітвязням, тым ліку першай лініі, калі мы разумеем палітвязням, арыштаваным, палітвязням, усім рэпрэсаваным, першай лініі да нас прыходзяць кавалкі інфармацыі аб тым, што зараз адбываецца ў Беларусі. Людзі просяць дапамог на адваката, людзі просяць дапамог сем'ям і гэтак далей. І па колькасці заявак, і па колькасці тыпаў заявак інфармацыі, якая там змяшчаецца, і паводле таго, што людзі нам кажуць, і паводле інтэнсіўнасці, я абсолютно не бачу, што гэтыя рэпрэсіі нейкім чынам змянілі свой характар. Гэта роўна тыя самыя рэпрэсіі, гэта роўна такая самая зачыстка. Яны не сталі ніякім чынам больш лагоднымі, калі можна ўжыць увогуле слова лагоднае ў дачыненні да рэпрэсій. Яны не сталі ўвогуле ніякім чынам менш масавымі. Наадварот, мы бачым павелічэнне колькасці заявак, а гэта звычайна у нас карэлюе акурат з колькасцю людзей, якіх замялі. Не ад таго, што людзям стала бяспечней пісаць. Не, да нас зараз і раней пісалі толькі, раней, это маецца на ўвазе года з 22-го, пісалі толькі і выключна тады, калі не было выхада, таму што мы, экстрэмісцкая там арганізацыі, за просты кантакт з намі могуць пасадзіць. І людзі, калі пішуць, яны прыходзяць да нас у сітуацыі, калі ім уже проста няма куды уцякаць. І мы гэтых людзей апытваем, і я вижу, што акалічнасці ні раней, ні зараз яны ў прынцыпе не памяняліся. То бок казаць, што гэта нейкая іншая хваля рэпрэсій, я на падставе наяўнай у мяне інфармацыі з першых рук на ўсёй гэтай масе заявак, якая да нас прыходзіць, я не бачу. Я бы хацеў, каб гэта былі нейкія іншыя рэпрэсіі, хацеў, каб яны спыніліся, хацеў, каб гэта нарэшце спынілася ў прынцыпе, але я не бачу гэта. То бок казаць, што гэта іншыя рэпрэсіі, казаць, што гэта нешта іншае, яшчэ раз, я 10 раз гэта паўтару, таму што мне падаецца, мы тут выдумляем факты трохі. Гэта тыя самыя рэпрэсіі, гэта вайна супраць сваіх грамадзян. І што датычыць таго, што Лукашенко гэтаму хацеў сказаць, да, ён паслаў гэты сігнал паглядзець, што адбываецца. Але мы і далей будзем рабіць, мы маецца на ўвазе, мои калегі, іншыя арганізацыі, даваць аб'ектыўную карціну, што людзей працягваюць саджаць. Я не лічу, што трэба хаваць той факт, што людзей працягваюць саджаць, дзеля таго, каб Лукашенко мог, скажем так, уступіць у дыялог. Павінна быць поўная карціна. І хай заходнія палітыкі, яны прымаюць свае рашэнні. That said, я не прыхільнік санкцый у той форме, як ёсць, я бы з вялікім задавальненнем раздзяліў санкцыі супраць рэжыма і санкцыі супраць людзей, каб не закраналася мабільнасць беларусаў, таму што мабільнасць штука вельмі важная, яна робіць вельмі шмат. Энзо пишет, это Лукашенко 6 раз освободил. Так бы сразу и сказали, слово такое, волны. По аналогии с волнами демократизации, что ли. Я думал, они это на свой счет записали. Так они на свой счет это и записывают. Что ты не понимаешь? Они на свой счет это записывают. Причем самое, что прикольное, что многие говорят, что мы не знаем просто там, почему Лукашенко выпустил людей, да, часть из них бегают, и это наше там, мы змагались, блин. Не, Лука играет.
У него сейчас выборы, он сводит эту пружину, блин. Он пытается сделать так, чтобы, блин, общество еще раз не вышло, блин, потому что у него очень шаткое положение. Диктатор Путин не шибко хочет, чтобы он оставался у власти и так далее и тому подобное. Вот. Лука играет с народом. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что эти придурки сейчас бегают и рассказывают, что это они добились и так далее и тому подобное. Ничего они не добились. Понимаете, самый парадокс и самая страшная ситуация, которая может быть. Лука завтра сдохнет или придет к власти его сын, и наши псевдодемократические силы, блядь, будут рассказывать, про то, что, власть-то сменилась, давайте подождем, а может быть он будет лучше, чем его папаша. И лет 10, блядь, будут нас за нос водить. Вот это самая страшная ситуация, которая, блядь, может случиться сейчас, на данный момент, блин. Понимаете? Вот это реальность, блядь, того, что происходит. И чем дальше, и чем больше людей водят за нос, тем больше вероятность именно такого исхода ситуации. И вам уже давно пора понять, что это один из проектов, которые готовятся. Луку заменить на Витю. А наши псевдодемократические силы им там дадут несколько мест там, в правительстве и так далее и тому подобное. Они будут, блядь, кивать головой, кивуны, блядь, и рассказывать, что Витя же лучше, потому что уже Валерик уже начал это говорить, что Витя типа лучше, блин, понимаете? Андрей Заступнік, гэта вялікі рызык звяртацца да гэтага кавалка лявончыка. Да, блядь, не говори. Уже ходзяць па людзях і апытваюць, каб пад выбары пазачыняць. Гэта ўжо норма. Ну, вот как так. Для дэмакратызацыі пазбаўлення мабільнасці паездак у Еўропу гэта кіданне нас у абдольную Расіі, але на жаль у нас у захада няма такога інструмента. Гэта інструмент з катэгорыі ружовыя поні. Калі вы ведаеце, хто нехта ведае, як гэта зрабіць, каб раздзяліць, будзе супер, потому што я бачу, што гэта катастрофа, але з іншага боку адмовіцца ад гэтага інструмента, гэта азначае заахвоціць спадара Лукашенка саджаць яшчэ больш. Валерий, вы назвали несколько пакетов санкций, несколько направлений санкций, которые были введены в отношении Беларуси. Как вы считаете, снятие каких санкций белорусские власти хотели бы в первую очередь? Вядома, што найбольш Лукашэнку і рэжым клапоцяць санкцыі супраць Белаві, супраць Белкалі. Гэта Белкалі з'яўляецца такім месцам атрымання значных запасаў валюты для рэжыма, што важна для яго мадэлі эканомікі. І гэта тое, пра што гаворыцца вельмі ў розных сталіцах. Тыя сігналы даводзяцца не толькі намі, не толькі мы размаўляем з нашымі партнёрамі, а размаўляе таксама і рэжым Лукашэнкі. Мы таксама не мусім адкідваць і не разумець таго, што працуе і яго дыпламатыя таксама. Яны таксама спрабуюць даводзіць свае аргументы, разгойдваць гэтую сітуацыю. І так я пагаджуся, што на сённяшні дзень прырода рэпрэсій, дакладней сістэма рэпрэсій, вонкавы выгляд мяняецца. Вельмі складана дабыць гэтую інфармацыю, якая дазваляе сказаць про то, што насамрэч адбываецца ў краіне. Гэта таксама адзін з тых абмежавальнікаў, які не дазваляе дэмакратычным сілам, праваабаронцам ці палітычным структурам адэкватна ацэньваць тую сітуацыю, якая адбываецца ў нашай краіне. Мы толькі можам казаць пра нейкія агульныя абрысы. І разам з тым я лічу, што пастаноўка такого пытання, як спачатку мы павінны, дакладней, рэжым спачатку павінен спыніць рэпрэсіі, спыніць любыя судовыя працэсы супраць палітычных зняволеных і толькі пасля пачынаць людзей, мне здаецца, што гэта нерэалістычна. Гэта спроба з'есці слана адразу і ўсяго, і цалкам. І замест таго, каб выводзіць вось такія формулы ўсё ці нічога, нам трэба працаваць хаця б у нейкім кірунку дзеля таго, каб пачынаць вырашаць праблему вызвалення людзей. Людзі ў турмах паміраюць, яны губляюць сваё здароўе, іх скарачаецца працягласць іх жыцця у выніку гэтых умоваў. І калі ў нас ёсць магчымасць гэта рабіць з выкарыстаннем тых інструментаў, якія ёсць, і мы тут кажам найперш пра санкцыі менавіта першага блока, якія былі ўведзеныя за парушэнне правоў чалавека, то гэтым інструментам трэба карыстацца. Як будзе выглядаць гэтая формула? Гэта, канешне, ўжо прадмет для перамоваў заходніх краін з рэжымам Лукашэнкі, якім чынам можна дамагчыся вызвалення людзей у той час, які застаўся да выбараў. І ў гэтым сэнсе таксама адзначаем, што выбары фактычна цалкам супадаюць з інаўгурацыяй Дональда Трампа. І мы разумеем, што Лукашенко разлічвае ў пэўным сэнсе на тое, што прыход Трампа да ўлады, ён можа дапамагчы ў нейкіх пытаннях. Ужо былі сігналы пра тое, што Трамп зацікаўлены ў змяншэнні. Лох. Просто лох. В таком бы случае он ставил выборы позже.
чем инаугурация Трампа. Он бы ставил выборы через 2 месяца после инаугурации Трампа, если бы он рассчитывал на то, что Трамп ему поможет. Дебил, долбоеб, вообще полностью отсаженное, блядь, существо, фрик. Вот как, ребят, вы просто представляете, он связывает выборы в Беларуси с инаугурацией Трампа, что они вот проходят в одно время, поэтому он рассчитывает на помощь Трампа. Не проще ли было бы в Луке подождать 2 месяца, когда Трамп уже полностью войдет в свою должность, а в руках у него будет власть, и только после этого, блядь, провести выборы? Нет, ни разу. А Валера считает, что вот, оказывается, вот с этим связано. Блядь, это ж надо быть таким дебилом, блядь. Просто дебилом. Дебил. Что вы думаете по этому поводу, можете написать, конечно, в комментариях. Но это, блядь, это просто дебил. Вот и все. Так там же ордер выдают уже сколько лет, хоть это сделали. Нет, конечно, блин. И Луке срать на этот ордер. Ну, правильно ты пишешь, что срать ему на этот ордер. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что ты просто не представляешь там кейс, который, блин, подали. Там даже нету политических репрессий, политических заключенных и так далее и тому подобное. Этот кейс подавала Литва, блин, для того, чтобы его опаскудить, блин. И сейчас этот... грубо говоря, они с этим бегают, латушка с этим бегает, блядь, это вообще, это цирк самый настоящий, по-другому не назовешь. Ой, бля, честное слово, это просто какой-то война и немцы. Давайте, так, 26:34 сейчас, так, оп, секундочку, я еще увеличил скорость, чтобы сильно вас не задерживать, 26, вот, так. Поехали. Калі санкцыі будуць знятыя толькі таму, што Трамп не верыць у іх выкарыстанне, а ён, як вядома, чалавек, які вельмі прагматычны, ён больш кіруецца такімі транзакцыйнымі меркаваннямі. Калі это выгадна Злучаным Штатам, то трэба ісці гэтым шляхам. Каштоўнасць на падмурак у яго амаль цалкам адсутнічае. Да, Валерий, вы говорите, что белорусские власти интересуют Белавию и Белкалий, но Запад теоретически, да, то, что вы говорите, что можно снимать, это санкции за права человека. В общем-то, санкции, которые были самые безболезненные. Так получается, что то, что теоретически Запад может снять, не интересует белорусские власти. Как тогда решить эту дилемму? Не, насамрэч санкцыі супраць Белкалі ўводзіліся якраз такі на падставе парушэння правоў чалавека ў Беларусі, таму гэта, скажем так, легітымны кірунак. Разам з тым, разумеючы каштоўнасць і важнасць для рэжыма менавіта санкцый супраць Белкалі, конечно, мы павінны казаць пра максімальныя саступкі ці станоўчыя дзеянні з боку рэжыму, то бок вызваленне ўсіх палізняволеных, спыненне рэпрэсій, спыненне тых працэсаў, якія ўжо былі распачатыя. І, канешне, калі казаць менавіта пра ўжыванне санкцый як інструмента, зноў паўтаруся, не абавязкова казаць пра іх зняцце абсалютна, а можна казаць пра іх прыпыненне. То бок захоўваць гэту сітуацыю, калі ў выпадку адкату сітуацыі ў Беларусі санкции можно будет ввести наново. Алексей, а какая вообще с Белавией проблема? Ведь София Сапега вышла на свободу. Припынение на паузу, бля, поставьте, да, называется так. Протасевич тоже вышел на свободу и даже получил должность сварщика. Да и не Белавия ведь сажала самолет РНР. Так почему бы и не снять санкции с Белавии? Ну, это питание не до меня, это питание до заходнеевропейских политиков, чему бы не снять санкции с Белавии. Але я, например, не... Почему вы все время говорите санкции с Белавии, санкции с Белавии, санкции с Белавии? Это не санкции с Белавии, их просто так называют санкции на Белавию, блядь. Это как его, санкции на полеты над Беларусью, по сути, блин. Это же Ryanair, Wizz Air и все остальное, они летают как его, в Беларусь. Вот. Ну, это отдельно. Это просто так началось, санкции с Белавии. Причем здесь Белавия, непонятно, блин. Здесь совершенно другая вещь. Но это уже давно меня удивляло. Но... Так как абсолютное большинство белорусов симулируют борьбу, так и живут. Ну, и это я тоже согласен. Потому что Израиль, это мне видно больше... И я, как вам так объяснить, блядь, чтобы было правильно. Почему мне видно больше? Все очень просто. Я связан с партизанами, которые готовы действовать в любой момент. И я знаю, что ресурса на это нет. Потому что белорусы, вместо того, чтобы спонсировать партизанщину, заняты всем чем угодно. Помощью там байсолами, байхелпами, там всем остальным. Но спонсирования партизанщины нет. И вы хотите страну без
лукашизма, Лукашенко и так далее и тому подобное. Вы хотите поквитаться с этим всем? Тогда действуйте. А по-другому этого не будет. На данный момент вся партизанщина в жопе стараниями наших псевдодерьмсил и много-много кого еще. Поэтому да, симулянты. Хотя у меня на канале есть несколько там десятков людей, которые не являются симулянтами, но остальные, простите, являются симулянтами. Ну вот это факт. Ничего с этим не сделаешь. Погоджуся з тим, що ми можемо розділити конкретно зараз у контексті того, що відбулося після посадки самоліту і після початку війни, я, у принципі, не бачу причин, чому ми мусимо відділяти, наприклад, санкції супроти Білорусі від санкцій супроти інших стратегічних секторів. Тому що Лукашенко і ті санкції мають під мурком ту саму річ. Це небезпека. Спочатку для громадянської авіації, потім для всього заходнього правопорядку, назовемо це таким чином. І я сумніваюся, що на Заходе будут серьезно разглядать зняття санкций супроти менавіта одного з того, що вони бачать, як стратегічний сектор. Це перше. Другое, давайте так, просто практично. Коли західні політики відрізнювалися великою гнуткістю, в принципі, ніколи. Це так само показує, наприклад, політика некоторих сусідніх країн, які підтримали у свій час, дякую Богу, що не домоглися, це візовий бан для білорусів. Тобто була ж ідея, і некоторі сусідні країни цю ідею, так сказати, пропихували, тому що полічили, що давайте, це хороша ідея. Хоча під цю ідею, в принципі, дякую Богу, що вона не полетіла, в принципі, нічого не було. Тобто заборонити людям негде їздити, це просто рецепт до їх русифікації, більшої податності на ідеологію з Москви, більше податності на ідеологію режиму і так далі. Але ця ідея циркулювала і вельми довго, достатковий час. Я, наприклад, лічу, що створення візової бани як вельми імовірна річ. Скажімо так, давайте скажем так, санкции, вот конкретно идея с мобильностью, например, и она педалировалась тому, что ее вельми легко увести. Мы зараз размовляем о санкциях Беларуси, потому что мы думаем, что это можно одособить. Европейские чиновники не думают категориями можно одособить и не можно одособить. У них трохи інше пакетне мислення, у моїм розумінні. І зараз Лукашенко уже просто погроза 2 роки. Йому ніхто не здає санкції супроти Білорусі, а проч випадків, коли він покаже вельми серйозний намір поміняти мені ситуацію з полізним вольним. І я ніколи, до речі, не казав, зроблю тут ремарку, що все или нічого. Я акурат казав то, що Лукашенко зацікавить заходні урады, пробачте, не улады, Лукашенко повинен послать істотний сигнал, який куди буде мощніше, чим це 6 хвалів визволення у людей під немощимості їздити і під погрозу постійного вертання у турму. Наприклад, такий сигнал, що у нас не буде спиняться репресії, ці значно скоротяться репресії. Я не бачу ні спинення, ні значного скорочення. Дотична кількість інформації, як ви кажете, може бути, ми не ведаємо. У нас завжди було недостатково інформації, але разом з іншими організаціями, які нам було достатково, щоб вибудувати агульну картину. І ця картина, у порівнянні з тим, що була в кінці 23-го, наприклад, абсолютно не змінилася. Коли статистика тих організацій, які працюють на перстки з потерпілими, не має ніякого, так сказати, не з'являється аргументом у этой спречці, то я тоді не ведаю, яка статистика, які дані мусять бути. Ми комунікуємо з усіми правооборончими організаціями на уровне обміну інформацією. Ми ведаємо, що відбувається терор того самого уровня. Опять же, я не кажу, що усе це нічого, але повинно бути нечто істотне. Ви знаєте, 6 хвалів визволення у людей без выпуска людей, які у инкоммуникада, без выпуска их у коммуникада, без скорочения репрессий, я на место заходних политиков так само не отличил бы это как вельми истотный сигнал. Алексей, а как вы думаете, не мешает ли вообще как-то разговаривать с европейскими властями тот факт, что одна часть демсил говорит одно, что нужно усиливать давление, а другая часть сил вот в лице Валерия Ковалевского и его команды говорит, что совершенно другое. В общем, мешает ли это коммуникации с Европой? Розність міркування існує завжди, це не кепська річ, це факт життя, можна сперечатися і наоборот, спречок нема тільки у... Да, только не чуть что, если ты начинаешь с ними спорить, они тебе, в бан, черные списки, тебе нельзя нигде выступать и так далее и тому подобное. Ой, ребят, здесь 12 минут этого эфира, Deutsche Welle осталось. Я уже, не хочу. Основное вы услышали, Валерик очень сильно пытается, снять санкции, потому что, до этого он за старшего сына Лукашенко топил, сейчас он очень сильно пытается снять санкции с Беларуси, что приведет к узмоцнению режима. Поэтому думайте, а я вам могу сказать так, что режим готов к замене Лукашенко на старшего сына. А готовы ли вы еще 10 лет, примерно, до первого раза, пока не выйдут люди, еще 10 лет, сидеть и вам будут рассказывать про то, что, сменился же режим. Те же самые люди. Не готовы? Помогайте. Готовы? Не помогайте. Ваши проблемы. Еще раз прошу поддержки канала. PayPal вы мой знаете. Живи Беларусь. Слава Украине.
Алга, Казахстан, вместе мы победим. А каждый из вас может распространять это видео, а может хер забить. Это ваше желание, нежелание помогать в этом. Можете ничего не делать. И переходить в разряд ждуна. Всем пока.